Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алексей. Сегодня у нас с вами будет рубрика «Вопрос-ответ». Наконец-то я добрался, и я готов ответить на самые интересные вопросы. Если вам интересно, оставайтесь со мной до конца. Всем приятного просмотра! Как же я люблю эту рубрику. Особенно люблю, когда приходят вот такие вот вопросы, на которые я прям не знаю, где найти ответы. Итак, первый вопрос. Вопросов на самом деле будет немного, поэтому надеюсь, что видео получится небольшим. Итак, первый вопрос. Это, скорее всего, даже и не вопрос. Это, наверное, такой комментарий, отзыв. Написала мне так, минуточку. Чуть-чуть света добавим. Написала мне Ольга Фокина. Вы очень классный и как блогер, и как человек. Ольга, спасибо большое. Единственное, эти все крема женские и маски мужчинам не подходят. У них другая структура кожи. Забавное видео, конечно, когда парень следит за собой тщательнее, чем многие девчонки. Но не увлекайтесь, главное, чтобы до тестирования колготок и бижутерии не дошло. О, боже мой, что вас подвинуло написать такое пожелание? Что вы мне скажете? Мне нельзя бриться, мне нельзя подмываться, умываться. Ну вы что за глупости пишете? Я такой же человек, как и все. Просто на виду, да. То есть я веду канал, вы видите, что я умываюсь, броюсь, зубы чищу, кремами пользуюсь. В этом ничего страшного нет. Но давайте разберем по очереди. То, что вы классные блогеры как человек, огромное вам спасибо большое, конечно. Единственное, что эти все крема женские, и обратите внимание, маски мужчинам не подходят. А кто вам сказал, что они не подходят? Во-первых, у меня есть сейчас, вот, мы возьмем, что я, допустим, пользуюсь вот этим вот ночным кремом Инью. Здесь даже близко не написано, что это женский крем и то, что мужчинам противопоказано использование данного крема. Поэтому то, что вы пишете про крема и тем более маски не подходят мужчинам, это полный бред. Полный бред. Да, конечно, я с вами соглашусь, что есть для мужчин специальные крема, есть специальные маски, да, для ухода. Но они же есть. Почему мужчина не может использовать крема и маски? Но так как я занимаюсь Avon, у меня продукция Avon, поэтому я ее заодно тестирую и заодно ухаживаю за собой. Я на это имею полное право следить за своей внешностью. Я не хочу к старости годам выглядеть так, как раньше выглядели мужчины. Сейчас у меня очень много мужчин-клиентов, которые пользуются не только кремами для бритья, после бритья, они также используют какие-то маски. Ну, я не знаю, я даже вообще, я не могу здесь ничего комментировать. 21 век на дворе. Алло, все имеют право следить за собой. Вот, забавное видео, конечно, когда парень следит за собой тщательнее, чем многие девчонки. Но здесь, конечно, соглашусь с вами, что бывают и девчонки, которые за собой вообще не следят. Но это их личное право, поэтому не надо никого осуждать. Но захотел, я слежу. Во-первых, у меня работа такая. Я веду блог, веду такой вот замечательный канал, где иногда мне приходится тоже что-то тестировать, чтобы вам рассказать. Поэтому не вижу здесь ничего такого страшного. Ну и последнее, это меня выбило, конечно, из колеи. Но не увлекайтесь, не увлекайтесь. Главное, чтобы до тестирования колготок не дошло и бижутерии. Я не знаю, как здесь комментировать. Боже мой. Причем здесь колготки? Причем здесь бижутерия? Я вообще не понимаю. Ой, ну что думаете вы, дорогие мои подписчики? Я жду тоже, конечно, ваших отзывов и предложений по поводу вот этого вот комментария. Спасибо большое. Я всегда говорю, только не материтесь, только не оскорбляйте, не переходите на личности. Вы можете писать свои комментарии, я с удовольствием их читаю, я 100% на них отвечаю. Следующий комментарий
Не могу прочитать, от кого оно, но мне написали вопрос. Скажите, пожалуйста, какие шампуни для жирных волос? Вот вы в тему, вы как раз удачно написали, потому что у меня волос жирный, мало того, что он жирный, он очень тонкий, прям практически у меня волосенков и нету. Вот, я подготовил каталог, это каталог сейчас действующий, у меня шнур упал. Каталог действующий, 15-й, вот он на этой неделе уже заканчивается. И вот по этому каталогу я вам скажу и по своему опыту. Я уже делал не один обзор, где я рассказывал вот про такой шампунь 2 в одном. Он против перхоти с перитином цинка. Вот он очень хороший. Сейчас в действующем каталоге он стоит 749 тенге. Я прям вам рекомендую. Он у меня всегда есть в применении. Мне он очень нравится и очень подходит. Я многим клиентам тоже его предлагаю. Есть у нас еще вот такая вот линейка Naturals. В этой линейке тоже много видов шампунев. Но вот я лично этот шампунь пробовал. Тоже вот вам гарантирую, что он вам должен тоже подойти и понравиться. Еще в этой линейке есть шампунь, я его не пробовал. Это мята и чайное дерево. Но у меня о нем отзывались клиенты, что очень-очень тоже хорошо помогает для жирных волос. Вот, конечно, я бы еще посоветовал попробовать крапива и лопух. Я его тоже не пробовал, но этот шампунь, я так сказал, легенда. Им люди пользуются очень давно. Вот, и тоже слышал о нем очень хорошие отзывы. Вот, эти шампуньки я вам сейчас показал. Это идет объем большой. Они стоят 909 тенге, здесь 700 миллилитров. Но они в каталоге бывают и маленького объема. Конечно, я бы вам посоветовал начать с маленького объема. Закажите сначала маленький, 250 миллилитров. Если вам шампунь понравится, то вы можете тогда потом брать большой. Я так поступил с шампунем против перхоти 2 в одном, который стоит сейчас 750 тенге. Это маленький. А большой он стоит 900 тенге. Но он еще есть больше, но я не стал брать, потому что думаю, что никогда он у меня не закончится. Вот, что касается жирных волос, в компании Avon есть шампуни. Пожалуйста, заказывайте, пробуйте. Переходим к следующему комментарию. Это, я не знаю, комментарий это или вопрос. Написала Светлана. Привет, какой же ты лидер, если не знаешь гибискус? Светлана, что вы имели в виду? Я просто не помню, под каким видео вы написали мне этот комментарий. Возможно, в этом видео я то ли не выговорил гибискус, то ли я сказал, что я не знаю, что это такое. Но на самом деле сейчас хочу ответить вам раз и навсегда. При чем здесь лидер? При чем здесь лидер? Лидер, вы знаете, быть лидером... Ну, я не знаю, ну не в этом лидерство заключается знание гибискуса. Но давайте для примера тем, кто тоже не знает, что такое гибискус, скажем, что такое яблоко. Ну, допустим, я не знаю, что такое яблоко. Но причем здесь мое лидерство. Лидерство заключается в совсем другом. Это умение работать с людьми. В моей компании, по крайней мере, это умение работать с людьми, знание, конечно же, продуктов. Пусть я не знаю все продукты, но это мне не мешает на протяжении уже более 10 лет работать с людьми, подписывать и вести вот такой замечательный канал, в который люди прилипают, потому что многие лидеры в нашей компании не дают столько информации, которую вы получаете на моем канале. Поэтому извините, конечно, спасибо вам большое за ваш комментарий, но я специально его хотел отметить, потому что, еще раз говорю, знание какого-то конкретного продукта не мешает быть лидером в компании Avon. Поверьте мне, это так оно и есть. Еще один вопрос написала Лариса. Блин, мне надо в следующий раз, я буду подписывать, под каким видео Лариса написала, я сейчас, к сожалению, тоже не помню. Продажи упадут на 5 компаний. Продажи упадут аж на 5 компаний. Непонятно, почему на это идет Avon. Что имела в виду Лариса, я не знаю. Но я знаю только одно, то что вот я в компании уже на протяжении более 10 лет. И я хочу сказать, что скоро выйдет мое видео
о новых изменениях, которые вступят в компании с 1 февраля следующего года, 2021. Обязательно дождитесь. Я так думаю, что уже все представители, все лидеры, наверное, знают об этих изменениях, но тем не менее, посмотрите мой обзор, в котором я более подробнее постараюсь тоже рассказать. Вот. Так вот, что по поводу упадут продажи, здесь, конечно же, знаете, продажи в компании падают, когда происходит, ну вот, например, вот эта пандемия, да, тоже она подкосила компанию, и, конечно же, продажи тоже падали. Но это только вот из-за внешних факторов, а из-за того, что компания стремится, делает, продажи не падают. Компания, наоборот, все делает для того, чтобы комфортно было работать представителям. Поэтому я всегда говорю, что посмотрите на любые изменения, на любые происшествия, которые происходят в компании с положительной стороны. И тогда будет жизнь проще. Но вот согласитесь, да, у нас частенько бывают какие-то сбои в компании. Но компания же устраивает этот сбой не ради своего удовольствия, чтобы похихикать и порадоваться, позлорадствоваться, что вот произошел сбой, и вот, дорогие мои, получите, да. Это происходит не зависящих от нас причин, поэтому еще раз говорю то, что и компания старается это все исправить. Вот. Поэтому я еще раз говорю, продажи могут упасть в компании только если происходит вот такой какой-то внешний фактор, это пандемия, война и не дай бог чего-либо еще. А так продажи не упадут, продажи в компании только растут. Я вас уверяю, сейчас даже в пандемию продажи в компании не упали на 5 компаний, а наоборот они только растут. Следующий комментарий у нас прям с данным подписчиком были прям дискуссия. Все вы видели, да, мой последний обзор по новинкам, где мне пришла коробочка порванная. И вот у нас здесь получилась целая дискуссия. Я хотел бы все-таки более развернуто отметить вот на вот этот вот комментарий. Я заметила, что в Avon часто, как попало, складывают, я так понял, продукцию, да? А вот Faberlic складывают маленькие продукты в маленькие пакетики, бутылки скотчем закрепляют, чтобы не разлилось. Такое чувство, как будто в компании Avon на это не обращают внимания, также складывали бы, хоть меньшая продукция повреждалась. Я вам скажу больше. Конечно же, в компании обращают на это внимание, компания над этим работает. То есть стараются так, чтобы продукция все-таки не повреждалась. Вот. Сравнивать с компанией Faberlic я не вижу смысла, потому что в компании, кто не знает, я вам сейчас расскажу, как у них складывается продукция. В компании Faberlic, да, действительно, продукция складывается в кучу разных коробок. Маленькие продукты, там, помады, туши, они складываются в пакетик. Чем пакетик может защитить продукт, я не знаю. Но для чего это делается в компании Faberlic? Да, у них, возможно, при транспортировке меньше повреждается продукция, потому что они складывают крупные с крупными, мелкие с мелкими. И приходят в разных коробках. Приходит в офис какого-нибудь лидера, и в этом офисе лидер вам собирает ваш заказ. То есть у них две сборочные линии. Одна в Алма-Ате, а одна в вашем городе. И за то, что лидер складывает ваш заказ, вы за это платите денежку. Кто об этом не знал, в Faberlic вы платите за обслуживание офиса. Вот у меня есть офис, у меня есть много представителей, и они ни копейки за мой офис не платят, потому что они получают продукцию напрямую от компании Avon. Поэтому у нас, к сожалению, нет такой возможности сортировать эти продукты отдельно, эти отдельно. Потому что тогда будет представитель вместо 3 7 коробок получать, а это деньги, это большие деньги. Поэтому, к сожалению, как-то так. Но если вы в Faberlic, пожалуйста, платите за офис вашего лидера. Я считаю, что это излишнее. Да, продукты, может быть... Но опять же, хочу сказать, что вот я в защиту компании Avon хочу сказать, что сколько я лет работаю, очень редко мне приходят какие-то продукты поломанные, деформированные. Ну, не знаю, это очень редко.
Поэтому я не вижу смысла что-то сильно такое кардинально менять. Хочу сказать, что компания, если вы смотрите, кто сейчас смотрит, да, наш обзор, в Казахстане наша компания приняла дополнительную защиту в фасовке продуктов. По-моему, это было в начале этого года или, по-моему, в прошлом году, когда у нас в длинных коробках эйвонских есть еще перегородка. Вот как раз-то вот эта перегородка, куда компания складывает мелкие продукты, такие как тушь, помада, а в более большом отсеке остаются крупные продукты. Ну, вот как-то так. И, в принципе, да, ну, вроде бы все мы здесь поговорили. И хочу еще сказать, что... Нет, все уже сказал. Такое чувство, как будто в компании Avon на это не обращают внимания. Как видите, обращают. Мы лидеры, мы постоянно пишем в компанию, что транспортировка должна быть какая-то, ну, менее повреждения продуктов. Поэтому это факт. Следующий, это у нас опять же комментарий от данного подписчика. Просто упаковывать как попало, вот и все. Если бы аккуратно ложили коробки, а не кидали, даже стекло не разбилось бы. Ну что, здесь тоже мне есть что сказать. Если будем сравнивать с компанией Faberlic, то я вам уже сказал, Faberlic 2 упаковочные линии, то есть это в Алмате, они складывают, погружают в Газель, в КамАЗ. И этот Газель, КамАЗ едет с Алматы по городам и эти коробки раскидывает. То есть их коробки, фаберликовские, они... Ну, как младенцы, что ли, за ними ухаживают, и они доходят до потребителя практически целыми и невредимыми. Что происходит в компании Avon? Так как у нас нет прямой поставки, двойной такой сборочной линии, она у нас всего лишь одна, в компании укладывают, ну вот вы пишете, укладывают как попало. На самом деле, ну как попало укладывают? Укладывают-то они хорошо. Дело в том, что коробка едет Казпочтой, да? Казпочтой или курьерской службой, ну вот возьмем каталог, это коробка. Представьте, что в вагон погружают 1000 коробок. Естественно, их как младенцев не укладывают. Они вот их вот кидают, другой ловит. И коробка может быть переворачиваться 10 тысяч раз. И поэтому все продукты, которые находятся в коробке, во время транспортировки, они вот так вот переворачиваются. И там происходит вот это вот как в стиральной машине. Но, я вам еще раз говорю, что столько лет, сколько работаю в компании, нет таких катастрофических поломок, рваных коробок, как вы вот увидели в обзоре новинок. Поэтому, ну, я думаю, что когда-нибудь все-таки компания придет к максимальному, да, к максимальной защите продуктов при транспортировке. Поэтому еще раз вам говорю, что компания очень сильно переживает, компании не нужны вот эти возвраты, не нужны браки. Поэтому компания над этим работает. Я думаю, что все еще впереди, компания еще что-то придумает еще лучше, и будем на это надеяться. И опять же у нас написала еще одна представительница, наверное, она в России проживает, Маришка. В России в компании возмещают за поврежденные подарочные коробки. Была дополнительная коммуникация 20 ноября. Обратите внимание, что это имеется в виду коммуникация в России. Либо бесплатная доставка, либо пакет в следующем заказе за 1 рубль. У вас, как не знаю, уточните. Не выкидывайте коробку, проблема массовая, коробки хлипкие. Маришка, на самом деле я коробку уже выкинул. Сейчас речь идет про коробочку, которую я получил. И посмотрите обзор новинки. Если не забуду, я вам вот сюда вот его прикреплю. Посмотрите обзор новинок по вот этой ссылочке. Вот, там мне пришла коробка подарочная, порванная. На самом деле я ее выкинул, и уже даже один продукт я уже продал. Я продам, у меня штатив съехал. Друзья, прошу прощения, у меня отключился штатив. Продолжим. Вот, и мы остановились на данном комментарии, где Маришка сказала, что в России у них уже идет вот какая-то замена вот этих подарочных коробочек. Ну, у нас еще практически старта не было таких, не было, наверное, много
поврежденных коробочек. Поэтому хочу просто сказать тем, кто получает продукцию, которая при транспортировке рвется, разливается и так далее. Компания от себя не отказывается от таких ситуаций, поэтому если это транспортировочный брак, то у нас в Казахстане есть, я так думаю, что во всем мире есть возврат продукции. Причем вы можете при оформлении возврата указать, или вам сделать замену данного продукта, или вам вернут деньги. Поэтому я не вижу здесь какой-то катастрофической ситуации. Но да, соглашусь с тем, что когда я эту продукцию получил, клиенту его надо через 2 дня уже дарить, а она пришла в таком состоянии. Но еще раз говорю, это единицы. Поэтому не переживайте. Я в любом случае буду заказывать эти наборы еще. И последний вопрос нашей рубрики сегодня, это от подписчика. Так, что у меня происходит? Все у меня нормально. Все у меня нормально. У меня просто отключилось одно оборудование. Здравствуйте, Алексей. Можно вопрос? Почему у меня нет оплаты после получения? Спрашиваю у координатора. Молчит. Ко мне очень многие представители обращаются, так как их координаторы не владеют какой-то информацией, ничего в этом страшного нет. Если есть возможность, я, конечно, вам помогу, отвечу. Но не забывайте, что у каждого координатора на ваших представителей, на вас, представителей, есть своя информация. То есть то, что вы мне задали, я не знаю, как она вас регистрировала или он. Поэтому очень сложно. Я вам просто объясню, а вы уже сравните эту ситуацию. Смотрите, почему у вас нет оплаты после получения. Первый нюанс. Если вас координатор зарегистрировала без удостоверения личности как экспресс-представителя, то есть нет удостоверения, компания не знает, кому предоставляет продукцию в рассрочку, поэтому у вас нету такой возможности. Второй вариант, это если вас зарегистрировали по удостоверению личности, но тем не менее у вас все равно нет оплаты. Здесь компания, возможно, провела проверку. Всегда, когда мы регистрируем представителей, компания проводит проверку. И если у вас оказался второй компьютерный номер, ну, допустим, вы в 2010 году занимались Avon и вовремя не оплатили свой заказ, вы ушли в коллекшн список, как злостный неплательщик. И поэтому компания сделала тормоз, так скажем, внесла вас в список тех представителей, которые должны показать, что они готовы вернуться в компанию на тех условиях, что будут вовремя оплачивать. Поэтому вам нужно в ближайшие 3 компании поработать по предоплате, чтобы восстановиться и получать продукцию в рассрочку. Это вот 2 самых основных пунктов, почему вы не можете получать продукцию после оплаты. Ну, почему у вас нет такой функции после оплаты. Есть еще третий нюанс, это когда мы регистрируем представителя с удостоверением личности. Мы, координаторы, если я заподозрю какую-то активность, мошенничество, я не знаю, если мне просто заподозрю представителя, что представитель мне чем-то не понравился, то я сам могу автоматически указать, поставить представителя на предоплату. Вот. Предоплата это вся снимается, вам нужно обратиться к координатору, координатор к менеджеру. Это все, в принципе, в 3 рабочих днях происходит и снимают вашу предоплату. Поэтому обратитесь к своему координатору, спросите, как она вас регистрировала, по удостоверению личности или без удостоверения. Если по удостоверению, то тогда звоните в компанию и уточняйте, почему у вас нет оплаты после получения. Я думаю, что здесь несложно. Вот, на этом у меня, в принципе, все. Видео получилось вот такое вот насыщенным, интересным. Если вы хотите тоже, чтобы я ответил более развернуто на ваш вопрос, пишите обязательно под каждым видео. Я выбираю вопросики и стараюсь раз в неделю делать вот такую вот рубрику «Вопрос-ответ». Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои отзывы, получили ли вы ответ на ваш вопрос. Если нет, я еще раз вернусь обязательно своим ответом.
На этом у меня все. Всем пока-пока. Пока.